Волнение. Волнение всегда, конечно, есть. Вы меня прям поймали. Ничего страшного. Бегу. Что мне сказать? С 8 марта с нас На таком самолете Як-40 он перевозил группу Альфа в Афганистан. В авиацию попадают фанатики, а остаются трудяги. Вертолет заходит на посадку, на весеннее, чтобы выполнить подъем и спуск парашютиста-спасателя. И сейчас мы наглядно посмотрим, как происходит тренировка по спуску и подъему военнослужащих парашютно-спасательной группы. Мы наблюдаем сейчас спуск парашютиста, дабы осуществить спасение какого-нибудь человека, получается. Вот он сейчас касается земли. Вот, и он сейчас будет фотографировать другого человека. Вот получается. Он опустился для тренировки. Он цепляет, получается, потерпевшего, и потерпевшего осуществляет подъем. Теперь осуществляется подъем человека. Непосредственно на борт уже. Сейчас может выполнить посадку на борт и уже непосредственно может будет снять это с борта все. Группа СПДГ называется, спасатель парашютно-спасательная группа. Количество 6 человек. Один медик, один связист, остальные мы сами, парашютисты. Мы в данный момент на высоте 300, будем спускать 30-35 метров с высоты и поднимать 300. Это вы что делаете? Проверяем. Они поочередно спускаются, да? Одного спускают, другого поднимают. Прокомментируйте, что сейчас происходит. Уже давно работаем, молодцы, что? Самое главное, без происшествий. И сколько спасательных операций проводите в год? Куда из автознонной волны охоть? Нельзя так. Нельзя говорить это. Мы суеверные люди, авиация. Может, расскажете про экипировку? Государство обеспечивает. Нет, ну что на вас? Вот жилетка? Жилет обозначено, где этот бедствие, там мы окажемся. Еще наземная команда есть. И все одеваются так. Согласно плановой таблице, когда летный состав, когда отрабатывает такой, мы здесь содействуем. На воде, на суше, ночью, везде они, командир экипажа, мы ему подчиняемся. Командир экипажа. Нет, не экипаж, вот здесь, полковник и командир экипажа. Через него все действия. И инструктор он там. Вы записываете? Мы сейчас наблюдаем спуск, подъем. Вот, мы сейчас наблюдаем. Каким образом проводят спасательные операции? Высота 40 метров. Не страшно было? Нет, привычно уже. А неподготовленный человек может так спускаться? Нет, Нет? нет, да. Команда диспетчерский пункт.
жолдасыңыз қысқаша айтып берсеңіз бұл жерде не болады? Жас лейтенант қой бұл биылғы выпускник былтыр 2021 жылғы. Бірінші рет бүгін от міне бұл енді түсіп отыр жаңағы ұшуларды басқаруға. Сонда сіздер нені қадағалайсыздар? Былай орысша айтқанда от запуска двигателя до, то есть после выполнения поставленных задач экипажами и до выключения двигателя. Получается, вся информация стекается сюда. Я. Ең маңызды нәрсе осы ғой. Я маңызды нәрсе бұл жерде енді бұларға жаңағы жол көрсетіп, курс көрсетіп, қайда ұшу керек, қандай бағытта, қандай биіктікте, сол бұл жердегі жауапкершілік өте үлкен бұлардың мойнында. Руководитель полетов, стажер лейтенант Саңғали. Осы 21 жылы бітірдім Ақтөбені. Допущен к руководству полета. Сегодня руковожу полетами. Первый день, да? Первый день. И как вы? Все получается, все по плану. Волнение есть? Волнение всегда, конечно, есть. Но? Стараюсь все делать по плановой таблице, как учили, как меня стажируют сейчас подполковник Сыздыков. Всё. Нравится? Конечно, нравится. Ну, поздравляем, и успехов вам. Спасибо. 917 лед Рошен. Представьтесь, пожалуйста. Зовут вас как? Ведущий специалист метеогруппы сержант Педебаева. Лязан. Чем вы тут занимаетесь? Наблюдаю за погодой, ежечасно произвожу орнитологическое и метеорологическое наблюдение за погодой. Передаю, то есть погоду. Куда передаете? У нас в части сидят наши инженеры-синоптики, им передаем погоду ежечасно. И также, когда руководители погоды, когда у нас проходят учебные полеты. Еще Да, это мы здесь все фиксируем, да, в журнале. Здесь у нас вот орнитология, это у нас по погоде полностью все. Орнитология это Это птицы, птицы, да, по птицам полностью. да? То есть перелет птиц тоже Перелет птиц, наблюдаете? да, конечно. Это у нас миграция птиц. Офицер группы метеорологического обеспечения отдела летной подготовки капитан Полозов. Я занимаюсь непосредственно анализом синоптической обстановки и производством прогнозов погоды для нашей доблестной авиации. Сегодня какая у нас погода? Сегодня погода у нас, в принципе, простые метеоусловия, для полетов позволяет. Ничего такого в период производства полетов мы не ожидаем, никаких опасных явлений погоды. Одним словом, простые, хорошие метеорологические В условия. каких условиях не разрешается тогда? В погодных условиях полеты не разрешаются в тех, которые ниже минимума командира экипажа. То есть у каждого командира экипажа есть свой минимум погоды. Да, минимум погоды, да, это по горизонтали видимость есть пределы и по вертикали, то есть нижняя граница облаков. Вот у каждого командира экипажа по достигнутому уровню мастерства, так сказать, есть свой минимум погоды. Вот если погодные условия ниже минимума командира экипажа, то полеты не производятся. А вот еще что-то. Этот прибор называется М49 для определения направления и скорости ветра. Вот видите, метеоплощадка. На метеоплощадке стоит мачта метеорологическая с вертушкой наверху. Вот. Она посредством механизма передает электронный сигнал на вот этот датчик, где, если включим, мы увидим, как изменяется направление ветра по горизонтали. Выключив здесь показывает скорость ветра. Какая сейчас скорость? Скорость сейчас 1,5-2 метра в секунду. То есть это норма. Да, это для вертолета, для захода на посадку. В принципе, да. Спасибо. Аэродромно-техническое обеспечение. Вот первая машина топливозаправщик. Он заправляет керосин. Потом это вторая машина, это АПА, которая дает питание на борта.
также санитарная машина и пожарная машина. Ну, они Ну, это всегда, все да, машины, да, вся перед- техника, да, она до полета за 2 часа мы уже на подготовке здесь стоим. Наземное обеспечение, вот так, техника, аэродром и техническое обеспечение. Март месяц является знаменательной датой для авиационной службы, так как именно 23 марта 1933 году на станции Белая, это юго-западнее города Иркутск, была создана авиационная эскадрилья. Данная авиационная эскадрилья была передислоцирована в урочище Бурундай. И 13 марта 2021 году была создана авиационная служба. Данный музей используется, как я уже говорил, в целях патриотического воспитания. У нас в Илийском районе имеется 3 школы, в которых есть юные авиалюбители, то есть ученики. Ученики постоянно посещают, мы им показываем экспозиции наши. Это аллея памяти погибшим летчикам за всю историю создания авиационной службы. Тут указаны все фамилии военнослужащих, которые погибли при крушении авиационной техники. Катастрофа сама по себе не случается. Как сравнить это, вот, например, да, большой пожар не происходит сразу сам по себе, он происходит из одной маленькой искринки. И расследование катастроф показывает, где у нас слабые места, на что обратить внимание. И проведение профилактических мероприятий позволяет не допускать в последующем таких последствий. Современные образцы авиационной техники воздушных судов сейчас очень продвинуты, и многие особые случаи в полете невозможно отработать, такие как пожар на самолете, отказ 2 двигателей, разгерметизация в полете. То есть это все отрабатывается на тренажерной аппаратуре, то есть летчик уже вживую может почувствовать себя, когда у него отключаются 2 двигателя, или, например, когда у него самолет горит или вертолет. То есть он уже знает, отрабатывает свои действия, потому что при наступлении экстренных каких-то ситуаций летному составу надо очень много выполнить действий. То есть здесь уже должно быть чисто как механически, как его научили, он должен действовать уже. Выполнение полетов — это всегда большой риск. В авиационной системе основным опасным фактором это является человек, потому что человеку свойственно ошибаться. И вот все мероприятия по безопасности полетов направлены это на обучение, предотвращение авиационных происшествий, которые реализуются в форме обучения летного состава, проведения тренажей, практических занятий, принятия зачетов, знаний, также выполнение учебно-тренировочных полетов, чтобы при выполнении поставленных задач уже быть подготовленным, быть профессионалом в своем деле. В авиацию попадают фанатики, а остаются трудяги. Это общая поговорка, скажем так, она на самом деле до сих пор она так и есть. Потому что, чтобы стать пилотом, скажем так, профессионалом, это очень надо много трудиться, и трудиться над собой. Где-то тебе помогают, а в остальном, как правило, пилот сам собой, самосовершенствование — это самое главное. Это получается, не будет желания, не будет у тебя порывов трудиться, когда из тебя нормальный летчик, не получится. В командной работе самое важное — это работа, авторитет лидера, скажем так. Профессионализм и авторитет лидера. И вот в этом случае, скажем так, это экипажная работа, это надо экипаж самолета, вертолета, танка, разницы нету. Большого там вездехода какого-то. Здесь на самом деле неоспоримый авторитет и профессионализм командира. Поэтому самое главное вот это. Уважаемые коллеги, хочу вас поздравить с очередной годовщиной образования авиационной службы комитета. В этот день хочу пожелать вам удачи, успехов в деле обеспечения национальной безопасности, пожелать вам крепкого здоровья, как говорят у летчиков, летного долголетия и безаварийных посадок.